Глава 19. Тонкие материи и крия-йога. Пустота – это символ как безграничного пространства, так и тонкой материи. Внутри нее есть что-то, и вокруг нее тоже что-то существует. Это что-то и есть основа всего, основа нашего внутреннего существования. Без этого нечто нет меня, а без меня не существует ничего другого. Наш позвоночник говорит о том же. То, что внутри меня, предназначено для внешнего мира, а внешний мир предназначен для меня. Внешний и внутренний мир дополняют друг друга. Наука исследует свой круг вопросов, а там, где заканчивается наука, начинается йога. Вообще-то йога и наука не противоречат друг другу. Наука обращает свой взор на внешний мир, а йога на внутренний. Внутри позвоночника существуют каналы движения энергии – Ида и Пингала. В научных терминах подобное движение энергии можно обозначить движением протонов и электронов, а сушумна соответствует потоку нейтронов. Энергия бывает двух видов – позитивная и негативная. Йоги не растрачивают свою энергию попусту, а накапливают ее, и потом уже от самого йога зависит, на какие цели ее тратить. Как йога, так и наука пользуются безграничной силой атомной энергии. Только ученые направляют ее на то, чтобы запускать в космос космические корабли, или для того, чтобы создавать ядерное оружие, обладающее мощной разрушительной силой, а йоги направляют ее совсем на другие цели. По мере развития науки создавались все более и более совершенные механизмы исследования. Строились самые современные научно-технические институты и лаборатории. Йога за много столетий тоже разработала свои собственные практики. И если человек занимается духовными практиками под руководством своего наставника, соблюдая все необходимые условия, то он может достичь успеха на этом пути. В наше время существует огромное количество различных видов йоги: карма-йога, бхакти-йога, раджа-йога, крия-йога, бхава-йога, лайя-йога, кьяна-йога и так далее. Я считаю, что крия-йога – это йога намерения. Именно она мне близка по духу больше всего. И поэтому я сознательно выбирал именно это направление. Ведь такой вид йоги практиковали еще наши далекие предки много тысячелетий назад. Этот вид йоги был подсказан самой природой с момента ее сотворения. Однако крия-йога играла заметную роль не только в древности, она одинаково актуальна в любое время, в любую эпоху. Даже боги и богини, ганы и якши, кинары и гандхарвы
все пользовались йогой намерения, не говоря уже о героях великих эпосов Рамаяны и Махабхараты. Йога намерения – это процесс, когда мыслительный поток направляется сфокусированным образом. Прежде всего создается твердое намерение, и поток мыслей направляется прямо на ту цель, которая должна быть достигнута. Главная цель в йоге намерения – познать самого себя. Ведь человек часто сбивается с правильного пути. С самого детства его учат выражать только чужие мысли и идеи. Поэтому человек забывает о своем религиозном долге и погружается в мир беззакония. Однако крия-йога может освободить его от этой пагубной привязанности и наставить на духовный путь. Что такое йога намерения, крия-йога? Йога намерения предостерегает тех, кто вступает на духовный путь развития, чтобы они не совершили две распространенные ошибки. Первая – любить человека земной любовью, но называть этой любовью божественной. И вторая – отвергать истину из своих эгоистических соображений. Духовная жизнь начинается, когда человеку удается отделить себя от тела и ума. Когда человек погружается в духовный мир, то божественный свет и божественные звуки помогают ему справиться со всеми трудностями, которые возникают на его пути. Божественный свет освещает возможности, скрытые во внутреннем мире. Благодаря этому свету можно со стороны наблюдать за работой ума. Главное – отделить себя от ума и прервать нескончаемый поток слов. И если человек познает свое внутреннее «я», то он сразу же получит информацию как о своем текущем воплощении, так и о предыдущих перерождениях. На более продвинутом этапе духовный искатель сможет познать и самые тонкие материи, познать собственную душу. Современный человек стал рабом обстоятельств. Он стремится к жизни, но жизнь его не свободна. Даже когда он хочет умереть, люди превращают его смерть в дешевое шоу. Теперь ему нужно отдельное разрешение на то, чтобы жить, и отдельное на то, чтобы умереть. Почему же так происходит? Возможно, причина кроется в том, что человек не делает то, для чего он появился на свет. Он ушел от своей истинной природы и потому ведет себя неестественно. Как в каждом государстве есть государственная религия, так и у каждого человека должен быть духовный кодекс, которому бы он следовал. Ведь отдельные люди объединяются в семьи, семьи в общество, которое формирует государство и всю Вселенную. Таким образом, от духовности каждого конкретного человека зависит духовный облик всей Вселенной. Из духовности рождается культура,
именно она формирует характер человека. Ведь по причине упадка духовности в наше время процветает насилие, а моральные нормы не соблюдаются. Познай самого себя. Именно поэтому человеку прежде всего необходимо познать самого себя. Тогда он осознает свое истинное величие и поймет, в чем заключается его религиозный долг – дхарма. С помощью йоги человек может получить невозможное. Однако в задачу человека входит также защита своих приобретений. Все изыскания, как йоги, так и науки, направлены на выполнение этих задач. В осознающем уме читте, который подобен морю, постоянно возникают волны различных страстей, желаний и гнева. С помощью органов чувств ум привязывается к феноменам проявленного внешнего мира, и тогда человек полностью запутывается в его сетях. Ему приходится мириться с обстоятельствами и поступать таким образом, который противоречит его истинной природе. Эти поступки создают новые, противоречащие его природе обстоятельства. И вот порочный круг замыкается. И когда человек погружается в пучину отчаяния, то он начинает молить высшие силы о том, чтобы они даровали ему возможность вернуться к своей истинной природе. Хотя к тому моменту он уже успевает удалиться от нее на значительное расстояние. Сейчас люди настолько устали от оков материального мира, что жаждут найти свое спасение в мире духовности. Именно поэтому среди наших современников так велик интерес к йоге и к другим видам духовных практик. Человек постоянно стремится к достижениям в материальном мире, и эта непрекращающаяся гонка изматывает его, приводит к невыносимому напряжению ума. Человек ищет радость в окружающем его мире, но не найдя ее, обращается к духовным практикам. Йога способна подарить человеку блаженство. Оно приходит тогда, когда ум человека полностью спокоен, и йога учит нас, как именно можно успокоить ум. Из-за невежества и ограниченности собственного кругозора люди считают, что существует только материальный мир. Но ведь истинное блаженство имеет духовную природу и находится за пределами восприятия ума и органов чувств. Из-за привязанности к собственным симпатиям и антипатиям человек не покидает пределов физического тела, и поэтому свою главную задачу видит в том, чтобы это тело защищать. Однако пелену иллюзий, из-за которой человек не в состоянии увидеть истину, можно рассеять с помощью крия-йоги.
ум, манас и читта. Читта – это тот элемент внутреннего устройства человека, который может перейти в состояние самадхи. Но сначала его необходимо очистить и закалить с помощью йоги. Потом его самостоятельное существование прекращается. И как только это происходит, исчезают и кармические частицы, которые были с ним соединены. Однако полное уничтожение читты в крия-йоге возможно только при условии истинного бесстрашия. И если это произойдет, то откроется путь к просветлению. С точки зрения физиологии, человека можно отнести к животному миру. В течение определенного времени живая душа дживатма бывает привязана к физическому телу, что и определяет возраст живого существа. Органы чувств направлены на восприятие и познание материального мира. Ум и органы чувств постоянно создают новую карму. Кармические частицы в виде покрова изолируют читту, и эта пелена образуется в течение многих воплощений. В момент смерти накопленная карма активизируется и определяет следующее воплощение. Дерево кармы будет расти и приносить плоды до тех пор, пока не искоренить незнание, которое подпитывает его. Как только дерево кармы будет срублено, сразу же исчезнут и такие понятия, как возраст, национальность, каста, радость и горе. Карму можно условно поделить на 3 категории: накопленную, полученную и созданную. Накопленная карма – это та карма, которая копилась в течение многих перерождений, но не имела возможности проявиться. Полученная карма – это карма, которая была частично накоплена в прошлом, проявившись в момент рождения человека в лоне конкретной религии, определившая его касту и национальность. Таким образом, она продолжает накапливаться и активно действовать на протяжении определенного воплощения. Созданная карма – это карма, которую человек сам создал благодаря своим поступкам. Все виды кармы не позволяют человеку вырваться из цикла перевоплощений. Однако есть люди, которые уничтожают предыдущую карму. Человек может освободиться от колеса сансары тогда, когда его читта полностью очистится от кармических частиц. По причине извращенных наклонностей ума в человеке проявляются такие негативные качества, как тенденция к насилию, лживость, вероломство и другие подобные. Они порождают гнев, похоть, ревность, жадность, которые создают новую и плохую карму. Из-за такой кармы в следующем воплощении он может родиться в теле рыбы, пресмыкающегося, насекомого и других животных.
Из-за различных склонностей характера, которые проявляются через мысли и поступки, живое существо никак не может вырваться из цикла перевоплощений. Теория эволюции ставит человека на вершину эволюционной пирамиды. Но так ли заслуженно человека называют царем природы? Жестокость и насилие, проявленные на физическом плане, постепенно переходят и на тонкий план, формируя характер и склонности человека. Тогда в следующем рождении человек может воплотиться в теле хищного животного. Даже если потом он вновь родится в теле человека, то его хищные склонности будут продолжать проявлять себя. Так действует закон кармы. И это будет продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь сострадательный отшельник или святой не облегчит карму этого существа. И если у пьяного человека в руках находится опасное оружие, то для его же блага будет лучше отнять его на время. То же самое происходит и с человеческим воплощением, ведь оно дано для саморазвития. Если же этого не происходит, то Всевышний создает обстоятельства для очищения души. Подобно тому, как мать моет новорожденного ребенка до тех пор, пока он не станет чистым и благоухающим, так и Всевышний помещает своих любимых детей в такие ситуации, которые ведут их к очищению и возвышению. Поэтому прежде всего необходимо избавиться от прежней негативной кармы. Для того, чтобы изменить характер человека к лучшему, во-первых, необходимо изменить его мысли. Мысли каждого человека влияют на ситуацию в стране, в обществе и во всем мире. Посмотрите на то, что происходит в нашей стране. Мысли всех политических деятелей, всех отцов нации направлены только на собственное возвышение. Все люди мечтают только о собственной победе и о поражении соперников. Больше ни о чем. Для достижения желаемого результата они не брезгуют никакими средствами. И вот люди стали друг другу врагами. И всем теперь не хватает мира и спокойствия. Но где же искать спокойствие в современном мире? Люди участвуют в бесконечной гонке, не гнушаясь никакими средствами для достижения успеха. И только духовность может указать желанный путь. И если каждый человек в этом мире познает свою собственную природу, то поймет и то, в чем заключается его религиозный долг, его дхарма, поймет, в чем заключаются его обязанности по отношению к семье, стране и обществу. Только йога способна произвести подобную революцию в умах. Она дает человеку мир и спокойствие.
Йога – это искусство жить по-настоящему. Религия – это структура, навязанная обществом, формирующая культуру. Однако культура влияет на характер каждого конкретного индивида. И йога тоже может внести свой вклад в формирование характера. Йога позволяет каждому действовать гораздо более эффективно, потому что успокаивает суетный ум. Для того, чтобы заниматься йогой, человеку придется вернуться к истокам. Но сегодня люди настолько погружены в суету, что это кажется им невозможным делом. Подобно тому, как во время пожара человек, объятый паникой, вместо того, чтобы искать очаг возгорания, мечется туда-сюда, пока в здании не сгорит. Так и современные люди мечутся во все стороны в поисках спасения. Как много появилось новоявленных учителей йоги, которые далеки от истоков. Когда дом сгорает в огне пожара, то от него остается один лишь пепел. Так и эти учителя вместо истинной йоги дают своим ученикам только пепел и головешки. Такие учителя не только не избавляют людей от страданий, но наоборот становятся причиной еще больших переживаний и боли. Сейчас йога стала модной на Западе. Люди надеются с ее помощью обрести спасение. И многие так называемые учителя зарабатывают на этой идее огромные деньги. С другой стороны, знания о йоге теперь доступны всем. Еда приготовлена, стол накрыт, но никто не приходит отведать это кушанье. Мудрецы древности открыли нам много способов, ведущих к просветлению, но никто не хочет прислушаться к их словам. Сейчас в умах людей можно наблюдать борьбу противоречивых стремлений. Если они видят перед собой что-то желанное, то в следующий же момент начинают этого опасаться. Все зависит от того, какая из противоречивых тенденций окажется более сильной. Конечно, для человека было бы лучше, если бы он прислушивался к духовным побуждениям, потому что материальный мир и так создан для того, чтобы удовлетворить запросы человека. Поэтому необходимо стремиться к чему-то более недостижимому. Природа дала человеку все необходимое для духовного развития. Мир дан для того, чтобы им наслаждаться, а йога может вести человека от материального к духовному. Именно в духовном мире человек может постичь высшее блаженство. Подумайте, что если бы вы могли преобразовать ту великую силу, что дана вам для воспроизводства потомства, то каких высот наслаждения вы бы достигли? Поэтому природа и ограничила свободу человека. Подобно тому, как в домашних животных привязывают к колышку, предоставляя им ограниченную свободу.
Некоторые животные удовлетворяются этим и пасутся в свое удовольствие, насколько позволяет веревка. Но некоторые непокорные животные начинают накручивать веревку на колышек и уже не могут двигаться. Так и человек. Он уже не довольствуется ограниченной свободой, но и полной свободы получить не может. Он уже не ведет естественный для него образ жизни, но и совсем неестественный образ жизни принять не может. Природа дала человеку очень длинную веревку, чтобы он мог жить в блаженстве и счастье. Однако человек почему-то страдает. Разве природа и Бог виноваты в этом? Современный человек стал рабом обстоятельств и впустую тратит свою бесценную жизнь. Он погружен в чувственные удовольствия и забыл о своей духовной природе. И он не сворачивает с выбранного пути до тех пор, пока жизненные обстоятельства не принудят его к этому. И даже если он хочет это сделать, ему мешают воспоминания о прошлом и мечты о будущем. Человек находится под влиянием своих эгоистических мыслей. Он похож на того пьяницу, который в поиске такси приходит на остановку, ругается с воображаемым таксистом, в то время как таксиста нет на месте. Человек может сражаться со всем миром, забывая о том, что главный враг таится внутри него самого. Человек знает о своей божественной природе, о том, что истину нужно искать внутри самого себя, но, несмотря на это, ищет ее где угодно, но только не в себе. В наше время многие люди занимаются йогой для того, чтобы успокоить свой ум и почувствовать себя лучше. Таким образом, йога стала популярным способом достичь внутреннего спокойствия, и в ней возникло бесконечное множество направлений. Заниматься йогой стало признаком хорошего тона. Поэтому практикующие йогу люди соревнуются между собой, решая, кто из них достиг в этой практике наибольшего успеха. Однако истинные знания о йоге хранятся в глубине души каждого человека. Йога – это не бездумное выполнение асан. Асаны предназначены только для того, чтобы сделать тело человека здоровым. Но люди почему-то считают, что именно физические упражнения – это и есть настоящая йога. Между тем существует несколько направлений в йоге, каждое из которых является важным на пути к просветлению. Самые важные направления в йоге – это бхакти-йога, гьяна-йога, раджа-йога, крия-йога и йога намерения, санкальпит-йога.
Впоследствии от этих основных направлений отделилось множество второстепенных. Учителя давали им названия по своему усмотрению. Кто-то соединил йогу с мелодией, лайя-йога, кто-то с чувствами, бхава-йога. Кто-то пытается возвеличить именно то направление, в русле которого он занимается практиками. Можно сказать, что уже в Древней Индии настоящая йога ушла в подполье, не выдержав разделения на различные религии и духовно-философские учения, такие как веданта, шиваизм, шактизм, вишнуизм, течение вамачари, саньяси, удасин, надх, буддизм, христианство, мусульманство, религия парсов, джайнов, вайдья и так до бесконечности. Потому что уже в те далекие времена настоящие йоги отделили себя от общества и ушли жить в гималайские пещеры. Однако йоги поддерживали связь с последователями всех этих учений. Сейчас все основные религии признают важность йоги как системы для духовного развития человека. Предметом изучения йоги является душа. Во время практик человек концентрирует свои мысли, что позволяет ему перейти с физического плана на тонкий, а потом на еще более глубокий кармический уровень. Погружаясь все глубже и глубже в себя, человек может достичь просветления. Йога практикуется как на уровне ума, так и на уровне тела и органов чувств. Только йога позволяет овладеть контролем над умом. В аштанга-йоге обозначены 8 ступеней развития, самыми высшими из которых является медитация и самадхи. Крия-йога, которая стала сегодня крайне популярна в мире, не способна привести человека к высшим стадиям духовного развития. Эта система привлекательна для тех людей, которые привязаны к миру и не понимают необходимости отрешенного восприятия. Правда, занятия крия-йогой приносят определенную пользу, способствуя сосредоточенности ума, позволяя в частности овладеть 2 первыми уровнями духовного развития, которые называются яма и нияма. Человек может погрузиться в состояние безграничного блаженства, приблизиться к пониманию собственной души. Достичь освобождения значит вырваться из пут тех ограничений и привязанностей, что были прежде. Крия-йога может в этом помочь. Однако процесс освобождения должен быть постоянным, потому что человек может снова впасть в те сети, из которых недавно вырвался. В практиках крия-йоги человек размышляет о различных предметах и визуализирует их. Он может перейти на уровень непосредственного восприятия. Однако тот, кто практикует йогу намерения, не придает никакого значения таким вещам, как зарождение, развитие, разрушение мира, потому что эти процессы являются причиной привязанности.
Привязанности бывают трех видов. Во-первых, это ментальные привязанности, привязки ума. Избавляясь от этого вида привязанностей, человек избавляется от желаний, исходящих от тама-гуны и раджа-гуны. Избавляясь от привязанностей другого вида, необходимо искоренить привязки на более тонком плане, чтобы в результате воспринимать все отрешенно, без симпатий и антипатий. Третий вид привязанности можно назвать природными, потому что это естественная привязанность к состоянию блаженства. Однако необходимо возвыситься и над этим состоянием. Своего наивысшего расцвета система крия-йоги достигла во времена великих сражений Махабхараты, а потом постепенно пришла в упадок. Но теперь она стала вновь популярной. Воскресил былую славу крия-йоги великий Йогананда. Он же получил эти знания от своего наставника Юктишвара Свамиджи, который в свою очередь получил их от господина Лахири, который получил их от Махаватар Бабы. Что же касается Махаватар Бабы, то он является человеком, прославленным в священных Пуранах, никем иным, как Крипачарья Джи. Риши Патанджали тоже уделил внимание этой системе и описал ее в своих произведениях. Считалось, что во время практик крия-йоги ум прекращает свою активность, тело погружается в пустоту, благодаря чему йог может развивать скорость, сопоставимую со скоростью самолета. Однако сейчас существуют такие техники, благодаря которым йог может перемещаться в пространстве гораздо быстрее сверхзвукового самолета. Я тоже практиковал различные системы, пытался овладеть как практиками йоги Патанджали, так и практиками хатха-йоги. Йога Патанджали – это стройная система, тяготеющая к дисциплине. Овладев этими практиками, любой человек может разорвать свою связь с материальным миром и погрузиться в мир духовный. Очистив свой ум, познав свою истинную природу, можно осознать как собственное физическое, так и тонкое и кармические тела. Можно овладеть сверхъестественными способностями ситхи. С помощью практик хатха-йоги возможно открывать различные ворота в физическом теле, через которые идет путь вглубь, от физического плана к более тонкому. Сейчас вы можете найти тысячи книг, посвященных йоге. Как много различных практик там описано. Но я продвинулся на духовном пути в основном благодаря системе Горакшанатха-джи. Однако, какую бы вы систему йоги ни практиковали, везде тело является инструментом исследования. Йогой называют соединение внешних процессов с процессами внутренними. Внешнего человека необходимо соединить с человеком внутренним. Продвигаться от физического плана в более глубокие слои.
В свою очередь, тонкие вибрации соединяются с кармическими, и такое соединение мы тоже называем йогой. На своем веку я встречал множество учителей, и у каждого из них была своя собственная система йоги. Каждая из этих систем была по-своему самодостаточной, но я не стремился узнать их все. То, что я получил, было достаточным для меня. Эти знания всегда поддерживали мое намерение. Иногда я жил в таких местах нашей планеты, где природа сама обеспечивала человека всем необходимым. Гималаи сами указывают человеку правильный путь. Когда мне пришлось спуститься с гор, то йога стала предметом обсуждения. За все эти годы, живя в Индии и за границей, я прекрасно изучил человеческую природу, познал внутреннюю мотивацию человеческих поступков, все потаенные желания человека, и естественные, и неестественные. На самом деле йога может принести человеку огромную пользу. Она помогает человеку на собственном опыте убедиться в том, что душа и тело – это разные субстанции. И если человек познал собственную душу, то можно считать, что он познал весь мир. С помощью йоги можно остановить беспокойство ума. С одной стороны, йога очень проста, а с другой нет ничего сложнее йоги. Овладеть ею так же просто, как размешать в воде сахар или соль. Реки сливаются с океанами. Разве для них это большой труд? Однако можно привести и другое сравнение. Овладеть йогой так же трудно, как и отделить речные воды от океанских вод. Ведь прежде чем человек достигнет высот духа, ему придется отделиться от самого себя. Ему придется расстаться с собственной личностью, подобно тому, как реки полностью растворяются в океане. Я вижу, что йога заняла в современном мире достойное место, а великие йоги пользуются в обществе заслуженной славой. Я часто мысленно сравниваю тех отшельников, что пребывают в гималайских пещерах среди снегов, и тех учителей йоги, что купаются в роскоши, живя во дворцах. Глядя на это, я улыбаюсь про себя. С одной стороны, человек, живущий в Гималаях, забывает о межнациональной и межкастовой вражде, о законах общества и его ограничениях. Гималаи открывают для него свои двери, и человек веселится, как ребенок, созерцая эти прекрасные виды. Он живет по собственным законам, в собственном ритме. А с другой стороны, те учителя, что нежатся во дворцах и пытаются продать духовность правителям, которые верят только в существование материального мира. Их ум давно уже закостенел в неисправимых предрассудках. Слова таких учителей противоречивы,
Ведь они призывают отринуть мир со всеми его соблазнами и одновременно занимаются накоплением богатства. И я наблюдал, как одни люди обманывают других, а другие позволяют себя одурачить. Везде можно наблюдать противостояние и скрытую борьбу. Я нигде не видел, чтобы люди жили спокойно и счастливо и не испытывали бы потребности ни в чем. Люди постоянно соперничают друг с другом. Я наблюдал постоянную борьбу между такими тонкими материями, как дхарма и артха, материальная выгода, кама, страстное желание, и саттва, раджас и тамас. Они то вытесняли друг друга, то взаимно дополняли. Я наблюдал, как люди, вконец измотанные жизненной борьбой, лишались всех своих желаний. Они уставали даже от религии и духовности, не говоря уже об этом суетном мире. А в результате они испытывали отвращение ко всему и не могли уже пристать ни к одному спасительному берегу. Куда бы они ни направились, везде становились жертвами. Общество тоже вносило свой вклад в эксплуатацию человеческой личности. Религиозные деятели не отставали от видных отцов общества в притеснениях простого человека. Пока у человека еще оставались силы бороться, оставались и желания. И пока желания не исчезали, человек продолжал к ним стремиться. Я видел странных людей, таких, которые не смогли определить свой путь в этом мире. Они не поняли ни законов, по которым функционирует материальный мир, ни законов духовного мира, и поэтому стали жертвой обстоятельств, нигде не найдя пристанища. Они в буквальном смысле слова превратились в ничто, потому что их мысли не принадлежали ни одному из миров, ни миру физическому, ни миру духовному. Их характер не был характером человека или характером животного. Они не были ни сумасшедшими, ни осознанными личностями. Вначале они были страстно привязаны к своим желаниям, а потом и от них освободились. А ведь желания тоже бывают разные. Они могут быть направлены на материальный мир или на достижение просветления. Существование желаний. И если у человека нет никаких желаний, то он не стремится ни к богатству, ни к духовности. Однако нет людей, которые были бы полностью лишены желаний. Желание может стать причиной возвышения человека или его падения. С одной стороны, йоги призывают людей отрешиться от желаний, а с другой сами поглощены собственными желаниями. Говорят, что желания истинного йога должны раствориться.
подобно тому, как ручьи и каналы растворяются в водах реки, а воды реки растворяются в море. Именно эту отрешенность от желаний я и пытался обнаружить в йогах, но увидел, что они привязаны к своим медитациям и практикам, а привязанность порождает желание, в то время как желание порождает гнев или неудовлетворенность. Видел и то, что их желания часто носят далеко не целомудренный характер. Подобно тому, как от пыли и грязи поверхность зеркала мутнеет и уже не может адекватно отражать действительность, так и сознание йогов покрывается слоем желаний, что мешает непосредственно воспринимать происходящее. Желание рождается в позвоночнике от соединения таких начал, как Пуруша и Пракрити. Желания господствуют повсюду. Частички желаний становятся причиной как созидания, так и разрушения. Страстное желание оживляет все вокруг, и без него весь мир казался бы фальшивым. Из-за того, что в современном мире изменилось представление о природе сексуального желания, оно часто превращается во что-то извращенное, приводит к преступлениям и насилию. Люди гонятся только за собственным удовольствием, в то время как соединение желания с духовностью могло бы облагородить человеческую личность и поднять ее на новую высоту. Ведь сексуальное желание связано с созиданием, красотой и любовью. Но само понятие любви сейчас изменилось. Вместо того, чтобы символизировать красоту, она стала синонимом насилия и продажности. Проявляясь через стремление, познание и действие, сексуальное желание играет очень важную роль в процессе созидания и разрушения. Эта энергия проявляет себя по-разному, что приводит к различным результатам. Энергия проявляет себя по-разному, потому что выражается через тройное соединение элементов. Познающий знание – объект познания. Солнце, луна, огонь. Желание, знание, действие. Камгири, Пурнагири, Джаландхар. Йони, пупок, горло. Вангмай, Камрадж, Бхакти. Шакти, Щукла, белый, Мишраварна, смешанный цвет. Пашьянти, Мадхьяма, Вайкхари. Три основных действия. В различных случаях может происходить вертикальное движение энергии или половинчатое по одному из каналов.
Я видел, что люди, которые до определенного времени были рабами обстоятельств, впоследствии стали рабами своих чувств, охваченные сексуальным желанием. Одни люди являются причиной поступков других людей. Что-то человек делает для самого себя, а что-то руководствуясь интересами других. И если мы внимательно рассмотрим как материальный мир, так и духовный, то увидим, что почти за всеми поступками стоит сексуальное желание. И йога укрепляет мысли человека, его дисциплину, придает новые силы телу. И если же мысли человека крепки, так же, как и его сила воли, а ум спокоен, к тому же он будет отстраненно относиться к собственным сексуальным желаниям, то он будет чувствовать себя удовлетворенным и счастливым, приблизившись к истине. И если же человек приближается к истине, то его уже ничто не сможет взволновать. Такой человек познает как физический мир, так и мир тонкий. А оттуда недалеко до познания мира кармических причин и следствий. Таким образом, после этого человек способен непосредственно воспринимать весь окружающий мир, мир формы, цвета и запаха. Мысли человека исходят от его истинной сущности, и каждую секунду эти мысли распространяются в пространстве. Иногда мысленные потоки сливаются друг с другом, и тогда это может привести к большим изменениям в мире. В уме человека постоянно возникает противостояние различных мыслей. В космосе непрерывно идет круговорот мыслей. Так происходит взаимодействие положительно и отрицательно заряженных частиц. Пока их действие направлено в противоположные стороны, в обществе обязательно что-то происходит. Однако, когда противоположности встречаются друг с другом, воцаряется мир, спокойствие и блаженство. Мы можем умножить 2 на 2, и в результате получим 4. Или 4 умножить на 4 и получить 16. Излишнее умножение не приводит ни к чему хорошему. Именно поэтому в современном мире так велик уровень загрязнения окружающей среды, лицемерия и ханжества. Человек постоянно занят самыми различными действиями. Даже йога превратилась в товар на продажу. Деньги являются в современном мире мерилом всего. Что же можно сказать о будущем той страны, где все продается? Продаются даже люди, продаются их личные качества. В будущем стоимость людей будет приравниваться к стоимости машин, если уже не приравнивается. Продается все – религия, духовность, культура и политика. Продаются политические деятели, религиозные лидеры, да и сами божества.
Я видел эту продажность везде, куда бы я ни пришел. Люди покупают мысли друг друга. Но если мы все в нашей стране продадим, то что же будет дальше? Ведь если в стране не останется собственной культуры и духовности, исчезнет и ее исконная самобытность. И если культура всей страны будет поражена тяжелой внутренней болезнью, то будут больны и все те люди, что населяют эту страну. Ведь в такой ситуации человек не понимает, кем он является на самом деле, в чем заключается его нравственный долг. Именно поэтому человек становится врагом всем остальным людям и продолжает остервенело защищать собственные интересы. Он напрочь забывает о том, что такое человечность. Такие умонастроения способствуют расцвету вражды между представителями различных религиозных направлений. Почему человек не боится, что однажды продаст все, что у него есть? Что он тогда будет продавать? Воровать у государства или других людей? Именно поэтому в современном мире у людей не осталось никаких принципов. Сам человек умирает в тот момент, когда начинает продавать самого себя, а потом он целенаправленно убивает собственную страну. Именно поэтому сейчас создается огромное множество организаций для того, чтобы поработить волю человека. И человек делает все, что от него требуется, даже помимо своей воли. Такой человек и жить спокойно не может, и умереть спокойно. В какую бы сторону ни направился человек, он не находит того мира и духовной гармонии, которых ищет. Все эти организации только поощряют извращенные наклонности ума. Обычно за всем этим стоит какая-то конкретная личность с повышенным уровнем энергии, которая поощряет остальных людей развивать культ этой личности. Куда бы я ни направился, везде видел преступления, совершаемые во имя религии и политических интересов. Между тем человек не находит себе покоя. Он постоянно занят делами, как политических партий, так и различных религиозных организаций. Удивительно, что организации, которые были основаны для того, чтобы дарить людям покой и радость, сеют вокруг себя вражду и ненависть. Могут ли они принести хоть какое-то благо? Человек несчастлив, потому что ничего вокруг не считает своим, и поэтому не может испытать чувство удовлетворения собственными поступками. Человек не считает страну, где родился, родиной, и не может ассоциировать себя ни с одной из ее организаций. Он считает, что государство обязано о нем заботиться, но при этом у него не существует по отношению к нему никаких обязательств. Если он и делает что-то для общества,
то только потому, что не хочет, чтобы его выбросили за борт общественной жизни. И вот йога предстала перед нами как избавление от хаоса, существующего в обществе, как спасение для института семьи, пребывающего в глубоком кризисе. Она может наконец-то успокоить ум мечущегося от беспокойства человека. Только после того, как человек сумеет успокоить свой ум, он сможет жить спокойно и счастливо. А когда люди станут уравновешенными, то и в стране воцарятся мир и покой. Такая страна всегда будет процветать. Современная йога предстает перед человеком в разных обличьях. По этой теме написано огромное множество книг. Огромное количество организаций занимается этими вопросами. Для того, чтобы увидеть настоящих йогов и святых, люди приезжают со всех уголков мира. Только сам человек может сказать, какую пользу принесла ему йога, ведь это внутреннее, личное дело каждого. К тому же одни и те же практики оказывают на людей различное воздействие. На сегодня даже учителя йоги пытаются поймать своих последователей в сети. В ашрамах и монастырях на первое место выходят именно те моменты, которые в обычной жизни являются главной причиной беспокойства ума. Таким образом, человек убегает от одной проблемы, чтобы запутаться в другой. Сегодня учителя стремятся подогнать йогу под современные условия жизни. И вот уже йогу превратили в машину для зарабатывания денег. Современная йога тоже стала неким подобием пиратского товара, который продается на черном рынке. Йога с каждым днем становится все более и более популярной, но и истинное значение понимают немногие. В прежние времена великие отшельники и мудрецы защищали чистоту традиции. Они и сейчас продолжают это делать, потому что обладают способностью прозревать будущее и видят, в какую сторону развивается человечество. Ведь йога – это бесценный путь, на котором индивидуальная душа соединяется с Богом. Тот, кто постиг свою истинную сущность, не нуждается в напоминаниях о том, что весь материальный мир – суть иллюзия, и думает о нем лишь постольку, поскольку это необходимо для поддержания жизни. И если же человек, привязанный к материальному миру, начинает называть себя йогом, то он обманывает не только окружающих, но прежде всего самого себя. Хотя современная йога признает, что духовные практики предназначены для того, чтобы указать человеку путь к соединению с Божественным, она не чурается и материального аспекта реальности. Я не думаю, что гонка, в которую включилась йога, служит отражению ее истинной сущности. Ведь если было бы наоборот, то люди, практикующие йогу, достигли бы полного спокойствия ума,
стали бы примером для всех остальных. Тогда люди больше бы думали о духовности и меньше о религиозном противостоянии. Несмотря на растущую популярность йоги, человек сегодня неспокоен, а страна полыхает в огне национальных и кастовых противоречий. Повсюду коррупция и насилие. Такие священные книги, как Библия, Коран, Веды, Трипитака, используются людьми лишь для того, чтобы усиливать эти противоречия. Вчера отшельники обитали в хижинах и в пещерах, а сегодня предпочитают дворцы. А люди теперь насмехаются над отшельниками, называя их дикарями. Человек хочет все переделать на современный лад. Он хочет восседать на троне в обществе прекрасных женщин, слушать божественную музыку и таким образом добиться знания великого йога. Он ни от чего не готов отказаться, и особенно он не готов отказаться от своего богатства. При этом он утверждает, что практикует йогу. Но разве такое возможно? Разве можно сравнить вольную жизнь в Гималаях, на лоне природы и жалкое существование под защитой каменных стен? Нельзя одновременно сидеть на двух стульях. Человек может стать большим знатоком йоги, но эти знания будут теоретическими, исключительно книжными, и он никогда не приблизится к настоящей йоге. Ведь йога соединяет внешнее и внутреннее, но прежде чем что-то соединить, она разрушает прежние связи. Поэтому для того, чтобы стать настоящим йогом, придется отказаться от некоторых вещей. Именно поэтому существует граница между физическим телом человека, которая заключает в себе его внутренний мир, и внешним миром. Поэтому необходимо выяснить, где была нарушена связь, а где установлены ненужные связи, в результате чего человек потерял покой и ощущение блаженства. И только сам человек может это понять. Мысль является связующим звеном между внешним и внутренним миром. Но из-за того, что мыслительные потоки грязны, естественный ход мыслей нарушен. Именно поэтому человек ищет счастье не в самом себе, а во внешнем мире. Объекты внешнего мира были и так созданы для того, чтобы человек использовал их для собственного блага. Для того, чтобы приблизиться к этим объектам, нет никакой необходимости заниматься йогой. Поэтому сражаться за то, что и так принадлежит нам по праву, глупо и неестественно. Необходимо стремиться к тому, что не принадлежит нам по праву рождения, к знанию об истине. И это естественно. Таким образом, для того, чтобы успокоить свой ум, прежде всего следует изменить собственное мышление. Поэтому, если вы практикуете йогу, то сначала задайте себе вопрос, что это за йога? Йога тела, йога ума или йога души?
какова цель этой практики. Если вы хотите ограничиться лишь физическим телом, то вам достаточно будет практиковать асаны, яму и нияму. Но с другой стороны, задумайтесь над тем, что от рождения до самой смерти человек только и делает, что практикует различные асаны. Это различные позы, которые принимает как человек, так и представители животного мира. Ведь природа уже и так позаботилась о нашей физической активности, предоставила все необходимые вещи для того, чтобы быть здоровым. Человек заболевает только если нарушает естественный ход вещей. Для того, чтобы быть здоровым, по существу не нужно себя утруждать. Множество групп, где практикуют йогу, основной акцент делают именно на физическое здоровье. Конечно, здоровое тело необходимо для того, чтобы не было никаких помех на пути к блаженству. Однако не следует забывать о конечной цели, концентрируя свои усилия только на достижении физического здоровья. Что же касается крия-йоги, то она не оставляет ни один из аспектов без внимания, ни физический, ни ментальный, ни духовный. Для того, чтобы практиковать йогу ума, необходимо разорвать связь с физическим миром. Пока мы не разорвем связь с внешним миром, мы не сможем установить связь с миром внутренним. А пока связь с внутренним миром не установлена, не стоит и надеяться на возможность успокоить свой ум. Ум пребывает в постоянном движении, изнутри во внешний мир и наоборот, а органы чувств ему в этом помогают. Именно ум осуществляет связь с внешним миром посредством воображения, размышления и суждения. Впоследствии эти мысли преобразуются в действия, которые приводят к возникновению новой кармы. Семена прорастают и приносят свои плоды. Карма определенного вида накапливается, а другие виды кармы приводят к немедленным последствиям. Ум постоянно занят и дает указания органам чувств, чтобы они помогали ему в этой активности. Он соединяет внешнее с внутренним, внутреннее с внешним, а сам постоянно мечется между ними. Именно поэтому он неспокоен. Внешний человек постоянно борется с внутренним. Они оба хотят ярче проявить себя, заявить о своем главенстве. Ум мечется между ними, потому что не может принять сторону одного или другого. Для него это невозможно. Внешний и внутренний человек обмениваются мыслями. И если ход мысли протекает естественно, то и отношения между ними хорошие. И если же происходит наоборот, то это загоняет ум в тупик. Именно поэтому необходимо овладеть искусством концентрации мыслей.
искусством создания намерения. В этом и заключается ментальная йога. Существует много практик, упомянутых в этой книге, которые направлены на то, чтобы успокоить ум. Ум прекращает свою работу благодаря бхастрике, техника пранаямы, и практике урдхва джаландхар. После этого человек может испытать блаженство, погрузившись в глубокую медитацию. Подобное блаженство нельзя испытать никаким другим способом. Это состояние, когда успокаивается ум, скорость вибраций которого порой превышает скорость сверхзвукового самолета. И это всего лишь одно из достижений йоги ума. После этого можно научиться наполнять эту искусственно созданную пустоту именно тем мыслительным потоком, который необходим. Следующая ступень – переход на духовный уровень. Духовная йога ведет человека к просветлению и к состоянию самадхи. Физическая йога делает тело здоровым и энергичным, выравнивая температуру во всех его частях. Когда уровень пройден, йога ума или духовная йога уже не будут нести никакой опасности для практикующего человека. Йога ума успокаивает поток мыслей, соединяет внешнее с внутренним. После этого мысли можно направить вовнутрь, на познание собственной души и познание божественной природы. Именно тогда человек постигает истину и осознает, в чем заключается его личный долг по отношению к миру. Главная цель йоги – соединение индивидуальной души Атмы и высшей души Бога, Параматмы. Необходимо переориентировать поток мыслей так, чтобы они устремились от внешнего к внутреннему. И тогда весь мир станет для человека подобен родному дому. Тогда намерение человека станет сразу же проявляться на внешнем плане, и смерть придет к нему по желанию. И именно физическое тело является тем инструментом, с помощью которого человек может добиться этих целей. Когда мы рассматриваем йогу на 3 уровнях, то необходимо внимательно смотреть, кто практикует ее, в какое время и каким способом. И если говорить о йоге, связанной только с физическим телом, то она наш природный дар. Ведь от природы никуда не убежишь, как бы человек к этому ни стремился. Животные следуют своим инстинктам, а человек отринул свою природу во имя прогресса. Можно сказать, что собаки, кошки и обезьяны постоянно практикуют йогу, но у человека нет на это времени. Он забывает даже поспать и поесть. Что уж говорить о йоге. А в наслаждениях современный человек берет пример животных, считая истинным только материальный мир.
И если жить, руководствуясь только физическими инстинктами, то это приведет к различным болезням и беспокойству ума. Здесь уже не приходится даже мечтать о душевном умиротворении. Конечно, когда мы видим человека, у которого существуют проблемы на физическом, ментальном или духовном плане, то ничуть не удивляемся. Удивительным нам кажется человек, у которого таких проблем нет, потому что такое положение дел сильно отличается от того, к чему мы привыкли. Подумайте, у вас есть все для того, чтобы стать счастливыми, а вы, выбиваясь из сил, гонитесь за минутными радостями. В то же время отшельнику ничего не принадлежит, но он пребывает в состоянии непрекращающегося блаженства. Он отверг мирские богатства и наслаждается сокровищами духа. Для того, чтобы практиковать йогу на всех 3 уровнях, необходимо прежде всего наблюдать собственное тело. Это такой инструмент, с помощью которого мы можем получить как сокровища материального мира, так и сокровища мира духовного. Необходимо сосредоточить свое внимание на центре энергии, который расположен в районе пупка. Современная крия-йога – это бесценный дар учителя Крипачарьи, который известен в Гималаях под именем Махаватара Бабы. В свое время Крипачарья участвовал в великих сражениях, описанных в Махабхарате. В те времена крия-йога пользовалась большой популярностью. Господь Кришна с помощью крия-йоги вдохновил многих героев древности на великие дела, которые стали возможными благодаря силе намерения. За всеми чудесами, которые совершали братья Пандавы, стоит крия-йога. Крия-йога является также причиной того, что Кришна достиг необыкновенных высот во всех сферах деятельности. Именно поэтому Кришна считается великим йогом. Благодаря крия-йоге возможна йога намерения. Правильно сформированное намерение подобно оружию, которое всегда попадает в цель. Крия-йога делает возможным такие явления, как исчезновение человека в одном месте и возникновение в другом, создание нескольких тел одновременно, пребывание в состоянии самадхи в течение сотен и тысяч лет, при том, что физическое тело остается без изменений. С помощью крия-йоги можно сконцентрировать мысленный поток, и тогда крия-йога превращается в йогу намерения. С тех пор прошло много времени, и крия-йога тоже преодолела долгий путь. Теперь она сохранилась только в очень тонкой форме. Великие защитники духовности, которые обычно пребывают в затерянных пещерах Гималайских гор, время от времени выражают мысли через своих посланников, чтобы спасти человечество от той или иной
угрожающей ему опасности. И Махаватар Баба внес в это великое дело огромный вклад. Через посредничество господина Лахири он донес знания о Крия-йоге до Юктишвар Гири Свами, а он уже в свою очередь передал эти знания Йогананде Джи. Заслуга распространения этих знаний в мире принадлежит именно Йогананде Джи. Юктишвар Джи выбрал Йогананду Джи посредником в деле распространения знаний о Крия-йоге таким же образом, как в свое время Рамакришна Парамахамса выбрал в посредники Свами Вивекананду для распространения своих идей. Попав на Запад, это знание стало рядиться в современные одежды, благодаря стараниям многих учителей. Так что можно сказать, что система Крия-йоги, выработанная Махаватаром Бабой, была полностью разрушена. Современность и истинные ценности не могут прийти к согласию. Подобно тому, как каждый обычный человек сегодня может объявить себя йогом, так и многие обычные йоги считают себя мастерами крия-йоги. Однако найти настоящего мастера крия-йоги стало очень сложно. Крия-йога – это особая система, традиции которой, к счастью, еще сохраняются теми мудрецами, что пребывают в Гималаях. Когда они считают нужным, то передают это священное знание людям через выбранных ими посредников. До сих пор нет ни одной достоверной книги на тему крия-йоги. Я уже несколько десятилетий скитаюсь среди людей и замечаю их интерес к этому вопросу. Несколько раз я поднимал эту тему во время бесед с Махаватар Бабой, но он только смеялся в ответ. Однажды я рассказал ему, каким вижу всеобщее движение за мир, и попросил его поддержать эту идею. Вот что он ответил: «Подожди, всему свое время». Тогда я свернул свою деятельность и ушел жить в Гималаи. Но когда жизнь вновь подтолкнула меня к активности, Махаватар Баба сказал: «Иди, благословляю тебя». Раньше я прекрасно сочинял стихи, романы и пьесы, но потом в течение нескольких десятилетий не брал в руки ручку. Хотя я многое хотел рассказать людям о Гималаях, о крия-йоге, но по непонятной причине не мог писать. Однажды на берегу реки Сараю, неподалеку от Багешвара, я взял в руки ручку, и она будто бы сама побежала по бумаге. Так родились две книги: «Мой спутник жизни Гималаи» и «Баба Мадхурдас был когда-то Неру». Но я не смог опубликовать эти книги, потому что сам Баба бросил их рукописи в огонь. С тех пор я ждал благословения просветленных отшельников,
чтобы рассказать вам о своей духовной родине, о Гималаях. Ведь я стал неотъемлемой частью Гималаев. И, наконец, все, что вы читаете в этой книге, было написано с благословения великих йогов. Хотя я близко знаком со многими из них и не понаслышке знаю о жизни в Гималаях, я все равно не перестаю удивляться, насколько поразительны эти истории и все, что происходит здесь, среди гор. Несмотря на все чудеса научно-технического прогресса, вклад этих мест в мировое развитие сложно переоценить. Тайны Гималаев так и остаются нераскрытыми, и даже я в этой книге не смог полностью рассказать обо всем, что хотел. Видимо, Гималаи были против этого. К тому же люди не желают развиваться. И если Гималаи захотят повернуть историю вспять, то все в их власти. Святые, скрывающиеся в пещерах, могут отправить в мир своего посланника, который исполнит возложенную на него задачу и посрамит всех астрологов и предсказателей. Кто-то один перевоплотится в человека, а потом опять примет свое истинное обличие. Когда я хотел донести до людей знания о крия-йоге, полученной у Махаватар-бабы, он сказал: «Прежде узнаю этих людей, которые считают достойной презрения жизнь отшельников, какова их цель. Смогут ли они практиковать то, о чем я говорил? Смогут ли они думать одинаково? Если такое произойдет, то крия-йога перейдет на новый уровень йоги намерения, когда с помощью одной лишь силы мысли можно будет изменить ситуацию в мире». В крия-йоге существуют собственные формулы, которые используются в лаборатории физического тела. Ведь ученые тоже не открывают всем свои секреты. Для настоящего ученого результаты его исследований становятся дороже жизни, и он предпочитает держать свои секреты в тайне. Он знает, что их можно использовать как на благо человечества, так и во вред, если они попадут в руки безнравственных людей. Поэтому ученый открывает свои секреты только тем, кто этого достоин. И ведь плачевное положение, в котором оказалась наша планета сегодня, произошло именно из-за того, что была раскрыта информация, заключающая в себе огромную силу. Для того, чтобы никто не мог воспользоваться результатами научных исследований во вред человечества, эти исследования держатся обычно в тайне, и их раскрывают только в результате определенной договоренности между странами. Крия-йога – это тоже наука. Ее тайны сокрыты за 7 печатями. Эти тайны хранят отшельники, которые обитают в Гималаях.
Поэтому обычный человек, который во всех своих поступках руководствуется эгоизмом, никогда не сможет их раскрыть. При необходимости изменить общественное сознание, йоги сами пошлют к людям своего представителя. Из-за того, что знания санкальпа-йоги, то есть йоги намерения, были употреблены во вред, разразилась великая битва, описанная в Махабхарате. В то время обычные люди овладели приемами крия-йоги, научились творить чудеса. Именно это и стало причиной вселенской трагедии. И падение Кришны тоже началось с того, что племена ядовов овладели знаниями о крия-йоге. Сегодня, по прошествии 5000 лет, человек снова хочет овладеть крия-йогой. Современный человек хочет получить все и сразу. Он забывает, что это невозможно. Мы должны быть благодарны гималайским отшельникам, что они хранят тайны крия-йоги. Шардван и Ангирас открыли ее тайны Господу Кришне, а он, в свою очередь, научил других. Традиция передачи божественного знания какое-то время продолжалась, но потом почти сошла на нет. Впоследствии Парашурама передал эти знания Дроначарье, а от Шардвана они перешли к Крипе и Крипачарье, а от Дроначарьи к Ашватхаме. Сама Крипи стала впоследствии известна под именем Шантима. Я же получил знания о крия-йоге от Крипачарьи. В соответствии со священными Пуранами, первым обладателем знаний о крия-йоге был сам Бог Шива. Затем он передал эти знания своей супруге Парвати, а также провел обряд посвящения Дикшу, передавая эти знания Равану и Маркандею. Причина падения Раваны заключалась именно в том, что он употребил полученные знания во зло. Крия-йога открывает человеку путь в самые глубины, в святая святых его внутреннего мира. И если человек сумеет туда проникнуть, то можно считать, что он прожил свою жизнь не зря. Крия-йога приносит человеку огромную пользу, дает возможность испытать необычные ощущения. Однако каждый видит лишь одну из сторон крия-йоги. Никто из людей не может похвастаться тем, что он полностью познал ее. Это великая наука – одно из многочисленных ответвлений йоги, которая теперь приобрела популярность во всем мире. Йога – это наука, благодаря которой возможно самопознание, саморазвитие и обретение мистического опыта. Однако это тайное знание,
доступное далеко не всем. Именно поэтому о нем так много говорят, но о практической стороне вопроса умалчивают, ограничиваясь описанием разнообразных чудес. Поэтому те люди, что хотят обучиться крия-йоге, должны сперва доказать, что они этого достойны. Именно тогда великие мудрецы примут решение поделиться с этими людьми своим сокровенным знанием. Йога не имеет границ и не служит предметом купли-продажи или обмена. Йога ведет к просветлению, соединяет людей друг с другом, соединяет мысль и звук, звук и свет. Достижения науки продаются в современном мире, потому что они являются воплощением извращений человеческого ума. Но йога – это тонкая наука, наука о душе. Разве не удивительно, что ум, который породил науку, совершенно не ценится среди людей, в то время как разнообразные машины и механизмы подчас бесценны? Йога, однако, придает абсолютную ценность именно человеческой личности. В крия-йоге необходимо концентрировать мысленный поток в энергетическом центре, расположенном в области пупка. В этой системе считается, что мысль обладает необыкновенной силой и способна разрушить все проникающие на ее пути препятствия. Для того, чтобы изменить привычное течение мыслей, практикуется бхастрика. Потом дыхание распространяется по всему телу, концентрируясь впоследствии в области пупка. Благодаря объединению двух основных энергетических потоков в теле человека происходят удивительные перемены. Дыхание начинает происходить в соответствии с ритмами души, и вся душа освещается внутренним светом. Тогда разрывается связь с внешним миром, и человек погружается в океан спокойствия и блаженства. Поток энергии меняет свое направление, ориентируясь уже не наружу, а внутрь. Создается ощущение прохлады и погружения в полнейшую пустоту. Так открываются двери сушумны, через которые проникает внутренняя энергия. В ходе этой практики необходимо постоянно поднимать дыхание от пупка до горла. Направив поток апаны вертикально вверх, человек пробуждает сушумну, благодаря чему он может поднимать кундалини по сушумне. После этого с помощью различных йогических практик и замков возможно перемещать эту энергию в различные части тела, что позволяет получить опыт мистических ощущений. Как только искатель истины погружается внутрь себя, он тотчас же начинает испытывать необыкновенный опыт. Видение этого золотистого мира является плодом духовных подвигов,
Погружаясь в этот мир все глубже и глубже, искатель по мере практики научится материализовывать собственные намерения. Тогда он может добиться всего, чего пожелает, с помощью одной лишь силы мысли. Он может полностью остановить мыслительный поток и все функции своего физического тела, чтобы погрузиться в состояние самадхи. Теперь он может по своему желанию приходить в физическое тело или покидать его. Я внес свой вклад в дело распространения знаний о крия-йоге. И я считаю, что асаны не особенно важны в крия-йоге. Но овладение некоторыми из них необходимо для того, чтобы тело человека всегда оставалось сильным и здоровым. Ведь без этого невозможны духовные практики. И если вы погружаетесь вглубь себя, но при этом не можете контролировать дыхание, то вы не достигнете успеха в своей практике. Дыхание будет всегда стремиться заполнить пустоту, будет стремиться в зону низкой температуры. Именно поэтому так важно перед началом любой практики разогреть тело. Только после этого ваша практика может быть успешной и исчезнет риск возникновения какого-либо физического недомогания. Для того, чтобы разогреть тело, необходимо практиковать некоторые асаны. В это время вам нужно обратить свое внимание на то, чтобы, как и в аштанга-йоге, вы разогрели каждую часть своего тела, каждый сустав. Вначале необходимо разводить руки перед грудью, сжимать руки в кулаки и расслаблять их, и так далее. Каждое упражнение необходимо повторить минимум 5 раз. После выполнения этих упражнений некоторое время постойте спокойно, восстанавливая дыхание. Затем немного расставьте ноги, поднимите руки и наклонитесь вперед, держа руки между расставленных ног. Потом возвратитесь в исходную позицию, положите руки на бедра и прогнитесь назад. Сделайте это упражнение 5 раз. А потом выполните двипад Мадхья Ширшасану, когда голова находится между ног. Потом можно сесть и приступить к практикам Мула-бандхи, Удияна-бандхи и Хаста-падангуштасане. Сначала акцентируя свое внимание на каждой ноге поочередно, а потом на обеих ногах. После того, как вы разогреете тело с помощью таких техник, как Канасана, Хастападасана, Матьясана, Сарвангасана, Халасана, Урдхва Сарвангасана, Удхита Мерудандасана, Джану Ширшасана, Двипада Вакрамасана, можно с помощью таких практик, как Шакти Чалани Мудра, Ашвини Мудра или Дхаули Крия,
поднять апану вертикально вверх. После этого необходимо сделать Удияна Бандху, а потом Урдхва Джаландхару. И если, проделав все это, вы погрузитесь в медитацию, то непременно достигнете успеха в своем духовном поиске. Конечно, существует огромное количество асан, но я считаю, что для того, чтобы разогреть тело и поддерживать его в здоровом состоянии, вполне достаточно тех, что здесь описаны. Однако, если вы предпочитаете какую-то одну асану, то вы совершаете огромную ошибку, потому что в результате повторения одной и той же асаны кровь и дыхание устремляются лишь в одном единственном направлении, что приводит к различным заболеваниям. Все практики, направленные на погружение внутрь себя, нельзя проводить без предварительного разогрева тела и очищения окружающей атмосферы. Не следует практиковать Мула Бандху или Удияна Бандху, не сделав асаны и пранаяму. Прежде чем практиковать такие мудры, как Кечари мудра, Махамудра, Ашвини мудра, Шактичалани, Йони мудра, Йога мудра, Шамбави мудра, Тараги мудра, Випарита Карани мудра, Ваджроли мудра, как и все типы Бхуджанга мудры, необходимо разогреть тело, чтобы давление было равномерным, что поможет избежать болезней. Часто я слышу от людей, которые практикуют йогу, что у них наблюдаются проблемы с желудком, повышенное давление, болезни горла или заболевания крови. Все это происходит потому, что люди практикуют йогу без надлежащего руководства. А ведь йога может быть очень опасной для здоровья. Об этой опасности почти никто никогда не говорит, ограничиваясь описанием только пользы, которую она несет. Вначале человеку кажется, что все практики приносят ему пользу, но потом огромный вред, нанесенный ими, становится очевиден. Поэтому занятие йогой необходимо начинать с укрепления физического тела с помощью определенных мудр и замков – бандх. Эти мудры и бандхи помогают в процессе пробуждения кундалини и в соединении праны и апаны, и в перенаправлении апаны вверх. Поэтому, если вы хотите практиковать йогу, то вам нужно соблюдать большую осторожность. Ведь тот вред, что был нанесен в ходе неправильных практик, не может исправить ни один врач. Человек может сойти с ума. И если направление апаны будет постоянно снизу вверх, то организм человека перестанет выводить продукты распада. Поэтому прежде чем начать практики в каком-либо ашраме, необходимо получить о нем полную информацию. Действительно ли практики в нем проводятся в соответствии с правилами? Ведь сейчас, благодаря рекламе, йога вошла в каждый дом. Очень многих прельщают невысокие цены,
Но это не тот случай, когда нужно экономить, ведь жизнь и здоровье дороже. Я раскрою вам простую систему крия-йоги. После того, как вы разогрели тело, необходимо на какое-то время сесть неподвижно. Атмосфера вокруг вас тоже должна быть полностью спокойной. После этого необходимо сконцентрировать свои мысли. И если вы до этого правильно сделали все мудрые замки, то ход ваших мыслей остановится. И если этого не происходит, то необходимо вывести лишний воздух с помощью практики Бхастрика. Потом сделайте пурак пранаяму, затем урдхва пранаяму, то есть Ашвини мудру и Шакти Чалани мудру, а также Удияна Бандху. С помощью этих практик вы направляете апану вертикально вверх. Потом с помощью всех 3 замков необходимо задержать воздух. После этого опишите головой полукруг справа налево. Потом, концентрируясь на центральной части головы, опишите полный круг. В это время глаза должны оставаться закрытыми. Жизненная сила прана будет медленно подниматься вверх. Затем следует сделать замок Урдхва Джаландхара. В этот момент вы почувствуете безграничное блаженство, как будто весь мир принадлежит вам. Если вы испытаете это ощущение хотя бы на миг, то вы потеряете интерес ко всему остальному. Вы захотите провести в этом состоянии всю оставшуюся жизнь. Во время этой практики необходимо следить за равновесием тела, за тем, чтобы направление мыслей было неизменным, а также со всей тщательностью сделать Урдхва Джаландхару. Когда вы описываете головой круг, остальное тело должно оставаться неподвижным. Здесь я рассказываю о 6-ступенчатой практике, потому что практика из 7 ступеней является тайной. И ведь все достижения науки имеют истинную ценность только до тех пор, пока они не стали достоянием общественности. В противном случае информация оценивается и становится предметом купли-продажи. Здесь я рассказал вкратце о крия-йоге, лишь для того, чтобы возбудить ваше любопытство. И если вы начнете делать эти практики, и у вас начнет что-то получаться, то вы сами прибежите ко мне за наставлением. И тогда я раскрою вам секреты йоги 7 ступеней, то есть йоги намерения. Не бойтесь, я никогда не умру, потому что исчезло все то, что могло привести к моей смерти. Поэтому я всегда буду хранить для вас тайны 7-ступенчатой йоги. Каждый имеет право получить это знание. Однако не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
иначе это завтра никогда не наступит. Попробуйте уже сегодня разобраться в самом себе. Какой человек принимает большее участие в вашей жизни? Внутренний или внешний? И если внешний, то уделите больше внимания внутреннему человеку. И если внутренний, то внешнему. Вы и внутри, и снаружи. Внутренний человек и внешний человек дополняют друг друга. Но ваше истинное «Я» лежит в основе существования их обоих. Почему же вы, зная о том, что вы находитесь в основе всего, начинаете зависеть от посторонних факторов? Внешний человек берет власть над вашей жизнью. Вы попадаете под очарование внешнего мира. Поэтому вы во всем начинаете слушаться приказов своего ума и не прислушиваетесь к тихому голосу своего истинного «Я». Получается, что вы отвергаете своего самого верного друга. Тогда вы начинаете разрываться между собственными желаниями, вращаясь в круговороте рождения и смерти. Ведь умирает только внешний человек, а внутренний человек сохраняет свою связь с мыслями, намерениями, желаниями, с эго, с умом. И если бы все это также умирало, то не было бы необходимости в следующем рождении. Но все это напрямую связано с вами, а вы таким образом связаны с окружающим миром. Поэтому вы подстраиваетесь под запросы и требования этого мира. Поэтому рождаетесь, поэтому умираете. Все это также неразрывно связано с понятием кармы. Несмотря на то, что вы являетесь всем сущим, вы ничего собой не представляете. Только с помощью йоги можно разорвать этот порочный круг. Только йога может показать истинную вечную природу души и бренную сущность физического тела. Она может установить гармоничную связь между внутренним и внешним человеком, после чего приходит мистический опыт. Но человек не желает идти по этому пути. Он позволяет своей душе жить в услужении ума, который запутался в сетях симпатий и антипатий. А это постоянно создает новую карму. Поэтому никто не обладает свободой намерения. Ведь все зависят друг от друга и от множества самых разных факторов. Поэтому и мысли людей нельзя назвать свободными. И если же мысли людей не свободны, то не свободны и чувства. В таком случае слова, которые произносят люди, являются лишь извращенными проекциями ума. А ведь ум ограничен и направлен на восприятие внешнего мира. Он постоянно предается фантазиям.
подвержен приступам отчаяния и надежды. Обычно люди испытывают друг к другу привязанность или враждебные чувства. С некоторыми людьми сражаются. Они или убегают друг от друга, или пытаются находиться рядом с любимым человеком. Но какие бы чувства вы ни испытывали по отношению к тому или иному человеку, что бы вы ни делали, вы все равно в конечном счете убиваете его. Это происходит потому, что вы помогаете ему еще сильнее запутаться в сетях великой иллюзии – Майи. Но и сами вы тоже запутываетесь в этих сетях. Вы зависите от людей, а люди зависят от вас. Вы поступаете в соответствии с желанием других, другие стремятся выполнить ваши желания. И если происходит что-то противоположное вашим желаниям, то вы застываете в недоумении и отчаянии. До каких же пор вы будете многократно увеличивать свою карму? Почему вы не возьмете власть над самим собой в собственные руки? Вы вечны, несмотря на бренность всего окружающего мира. Вы присутствуете во всех вещах и явлениях. Почему же мир не принадлежит вам? Любовь вечна. Почему же живые существа не умеют любить друг друга такой любовью? Вера тверда. Почему же возникают постоянные сомнения? Откуда все эти бесконечные вопросы, когда ответ на них всегда с вами? Вероятно, карма существует именно для того, чтобы человек не мог вырваться из цикла перевоплощений. Однако существует возможность разорвать эти кармические путы, стать непривязанным, свободным хозяином своей жизни. Ведь такова истинная природа человека. Человек запутался в этих противоречиях. Он не верит в себя. Он постоянно теряет все то, что, как ему кажется, получает от жизни. Он живет, но страх смерти высасывает из него жизнь, делая подобным живому мертвецу. Поэтому он останавливается на каждом шагу. Когда человек засыпает, то не боится, потому что верит, что утром он снова проснется. Он получил подобный опыт множество раз. Однако человек боится смерти, потому что не помнит о своем опыте перерождений. Он может только верить в такую возможность. Поэтому человек охвачен сомнениями. Он сомневается в том, что действительно возродится в новом теле. Человек признает только то, что существует жизнь, и стремится избежать смерти. Он признает только существование проявленного мира, не желая замечать существование скрытых сил, которые стоят за каждым проявленным феноменом.
Ведь успех он приписывает самому себе, но ответственность за неудачи взваливает на других людей и обстоятельства. Именно йога позволяет увидеть существование души в физическом теле. Задумайтесь о том, что машины порождения человеческого ума совершенно поработили людей, и поэтому люди больше не заинтересованы в саморазвитии. Им гораздо интереснее стремиться к приобретению материальных ценностей. В прежние времена люди умели любить друг друга, а сейчас не испытывают друг другу ничего, кроме ненависти. Везде присутствует конкуренция, стремление обойти других. Научно-технический прогресс направлен против самого человека. Ценность машин и механизмов с каждым днем возрастает, а человеческая жизнь, напротив, обесценивается. Но ведь существует предел развитию науки. Парадокс заключается в том, что наука не может развиваться сама, без мыслей и идей, которые рождаются в головах людей. Однако, если человеческая жизнь обесценивается, и если человек становится все более и более пассивным, поручая свою работу различным механизмам, то кто же будет развивать науку? Ведь если ум человека прекратит работать, развиваться, то прекратится и развитие науки. Поэтому я предостерегаю ученых будущего, чтобы они не допускали возникновения такой ситуации, когда отпадет необходимость в них самих. Наука – это великое порождение человеческого ума. Сегодня она намерена поглотить самого человека. Поэтому ученым всего мира необходимо изменить свое мышление. Природа проста и естественна. До определенного предела человек может делать с ней все, что пожелает, но когда он начинает грубо нарушать ее законы, то она восстает. Тогда она прерывает присущее ей молчание, и мы становимся свидетелями ее разрушительного танца. Такое происходило много раз в истории человечества. Множество раз этот мир был полностью разрушен. Таким образом, природа предупреждала людей, что они сбились с правильного пути. Однако люди никогда не прислушиваются к подобным предупреждениям. Мир ни на секунду не останавливает свой бег, и человек бежит вместе с ним, мечтая о долгожданном отдыхе. Кажется, что этот бег уже невозможно остановить. И наука здесь бессильна, но йога способна помочь в этой ситуации. Однако не следует думать, что йога – это только выполнение разнообразных асан, мудр, замков и бандх. Это лишь вспомогательный аспект йоги, направленный на то,
чтобы поддерживать физическое человека в форме и наполнить его энергией. Также эти практики открывают ворота во внутренний мир, инициируя процесс пробуждения истинного «Я». Далее следует идти по пути медитации, и в конце этого пути приходит состояние самадхи, как высшая награда. Поэтому после того, как вы разогреете тело, необходимо сконцентрировать мысленный поток, активизировать его. Пусть этот поток движется сверху вниз и снизу вверх. Направляйте его на все чакры попеременно. После того, как вы пробудите кундалини, этот поток нужно вновь направить на каждую чакру по очереди. Через некоторое время вы перейдете на следующую ступень, когда вы сможете материализовывать свои намерения и перемещаться в пространстве по своему усмотрению. Это естественный, но непростой путь. Однако для тех, кто действительно хочет чего-то добиться, не существует ничего невозможного. После того, как вы выполните все то, что я так подробно описал, вы достигнете той ступени, на которой вы сможете пользоваться упомянутыми выше сверхвозможностями. Это произойдет тогда, когда вы избавитесь от всех измышлений ума, когда ваш ум полностью успокоится. И если люди всего мира не научатся успокаивать свой ум, то этот мир ожидают такие тяжелые времена, которые невозможно представить даже в кошмарном сне. Природа восстанет, мир будет разрушен, и тогда все знания, накопленные человечеством, не будут стоить и ломаного гроша. Поэтому необходимо во что бы то ни стало избежать такого положения дел. Однако возможно ли остановить распространение научно-технического прогресса? Наука идет вперед семимильными шагами. Она стремится разгадать все тайны природы. Люди не понимают, что природа безгранична, поэтому раскрыть все ее тайны попросту невозможно. Почему же ученые всего мира так стремятся перешагнуть ту грань, за которой человечество ждет гибель? Пока не наступит этот критический момент, природа пытается предостеречь человека. Она создает такие ситуации, чтобы человек задумался и вновь обратился бы к ней. И современная йога тоже выдвигает перед наукой множество вопросов. Йога и наука начали обмениваться идеями, вступили в дискуссию. Наука ищет во всем систему, но йога – это неотъемлемая часть человеческой жизни с самого рождения. И я думаю, что современный человек начнет все больше отворачиваться от науки и
и стремится к йоге. К той йоге, которая может познакомить его с собственной душой. Йога – это не какое-то извращение ума. Она делает намерения человека твердыми и непоколебимыми, дает ему увидеть собственное истинное «Я». И йога открывает перед человеком тайны Вселенной. Хотя ученые и намереваются в ближайшем времени перенести свои исследовательские станции в космос, чтобы заняться исследованием его загадок и тайн, им никогда не удастся это сделать в полной мере. Они могут построить в космосе города, но никогда не смогут оказывать влияние на космические процессы. Однако для истинных йогов космос – это открытая книга. В современном мире йога завоевывает все большую популярность. Но и среди тех, кто практикует йогу, появились люди, которые извращают изначальное учение. Однако разве можно запятнать это чистое знание? Некоторые ученые сегодня проводят параллели между йогой и наукой, сравнивают их. Но ведь вся современная наука – это порождение человеческого ума, не более того. О йоге мы узнаем не только благодаря дыханию, кровообращению, биению сердца и давлению. Йога начинается за пределом всего вышеперечисленного. Все это функции тела, и для их нормализации и предназначены мудры, асаны, замки и бандхи. Дальше начинается медитация, которая рано или поздно приведет к самадхи. Когда все внешние проявления успокаиваются, тонкий мир начинает проявлять себя. За ним следует кармический слой, а за ним самый сокровенный слой внутреннего «Я», слой души. Йога соединяет душу с кармическим слоем, кармический слой с тонким слоем, тонкий слой с физическим, а потом разрушает все эти связи, что позволяет индивидуальной душе встретиться с высшей душой, с параматмой. Йога – это не только разнообразные асаны. Йога – это способ познать самого себя. Йога – это соединение праны и апаны, которое становится возможным благодаря различным асанам, мудрам и замкам, бандхам. Йога соединяет индивидуальную душу атму с высшей душой параматмой. Йога – это не только модные практики, не только асаны, направленные на укрепление физического тела. И если вы присмотритесь к тому, как проводятся практики в некоторых местах, то увидите, что там от йоги уже ничего не осталось. Все эти модные асаны изучаются только для того, чтобы поразить внимание публики. А ведь йога – это простая и естественная система. Йога – это соединение праны и апаны,
которое происходит благодаря различным практикам пранаямы, мудрам и замкам бандхам. Это концентрация мыслей и перенаправление их в определенную сторону. Йога – это процесс, который с помощью звука и света переносит человека от физического мира к тонкому миру. А люди почему-то концентрируются только на той пользе, которую приносят асаны их физическому телу, в то время как йога связана в основном со сверхъестественным миром. Благодаря йоге вы можете летать в космосе, путешествовать по тонким мирам и раскрывать их тайны. Именно поэтому крия-йога и йога-намерения, санкальпа-йога, не акцентируют внимание на асанах, сосредотачиваясь на ментальном и духовном плане. Они направлены вовнутрь. Они рассматривают такие вопросы, как ментальный поток, концентрация внимания на различных чакрах, пробуждение кундалини и проникновение в сушумну. Цель этих практик, сконцентрировав мысленный поток, путешествовать по другим мирам, открывать тайны космоса. А направив энергию на энергетический центр, расположенный в области пупка, соединить ум и сердце, прану и апану. Эти практики позволяют разорвать все привязанности и достичь освобождения. Открытие духа несравнимы ни с какими другими радостями. Великие мудрецы древности создали эту простую систему крия-йоги для того, чтобы люди познали самих себя. Но впоследствии люди настолько усложнили эту простую систему, что порой от этих хитросплетений голова идет кругом. Современные люди очень высокого мнения о своем уме. Но когда они узнают что-то новое, то забывают о том, что это знание стало им доступным благодаря усилиям мудрецов прошлого. Забывают о том, как много еще осталось неизведанного. Тем более, что самим себе они еще не задавали никакие вопросы. Поэтому все их знание приобретенное. Они взяли только то, что нашли на дороге, и в это знание они свято верят. Они повторяют то, что сказали и написали другие, но ничего собственного у них нет. И я часто вижу, что когда люди представляются друг другу, то прежде всего называют свой титул или занимаемую должность, перечисляют свои награды и регалии, говорят, как называется их родная деревня или как зовут отца. Многие люди начинают рассказывать историю своей семьи до 7-го колена. А если кто-то из их родственников достиг высокого поста, то они не гнушаются хвастать этим повсеместно. И я всегда поражаюсь, сколько усилий прилагают люди к тому, чтобы сплести сеть своего ложного образа. Человек искренне считает, что его достоинство зависит от почестей и занимаемой должности. А о своей истинной сущности человек даже и знать не хочет.
Вы и сами прекрасно об этом знаете. Некоторые люди забывают о своих корнях сразу же, как только получают более или менее приличную должность. Они начинают поучать других, и если их собеседники отличаются религиозностью, ходят в храмы и мечети, занимаются йогой, то насмехаются над их духовными устремлениями. Что же будут делать эти люди, когда их жизнь подойдет к концу? Я видел, как они раскаиваются, плачут, мучаются, что не смогли сделать то, что должны были сделать. Тот, кто вчера считал себя необыкновенно умным, сегодня понял, как был неправ. Он отрицал существование Бога и этим надругался над природой. Человек обычно воспринимает только видимый, проявленный мир. Однако ему необходимо задуматься над тем, кто он на самом деле, откуда он идет и куда направляется, какие метаморфозы происходят с ним в течение жизни, наблюдать то, что случается с ним каждую секунду. Человек наблюдает перемены, которые происходят с его родственниками и знакомыми, но предпочитает не задумываться над этим вопросом. Он предпочитает оставаться в неведении. Разве человек может стать настоящим мудрецом лишь благодаря университетскому диплому и тоннам прочитанных книг? Не лучше ли задуматься, куда он идет? Какова его истинная природа? Каким законам подчиняется его жизнь? Законам природы или законам социума? Когда человек познает самого себя, то он поймет и то, куда он идет. Ведь тогда ему станет ясно, как появились его желания, как возникли его жизненные цели, и он сможет определить, истинны ли эти желания, или они были внушены извне. В глубине души каждый человек знает, живет ли он естественной для него жизнью или нет. Принадлежит ли ему одежда, что на нем надета, или она с чужого плеча? Он знает, принадлежит ли ему самому та завеса ума, что прикрывает его истинную сущность. Каждый человек в глубине своей души понимает истину, но ему гораздо удобней не знать о ней. Правильному пониманию мешает гордыня, предрассудки и страхи. Кроме того, проявленный мир находится перед нами, а мир духа скрыт и трудно уловим. Законы материального мира построены на симпатиях и антипатиях, на дуализме. В этом мире существуют такие понятия, как победа, поражение, позор и слава. Однако непроявленный мир является полностью естественным. Там не существует оценок, разделений на добро и зло. Поэтому вы и не боитесь собственной природы, ведь проявление ее естественны. Но вы боитесь мира вокруг вас.
Все, что вы делаете в этом мире, вы делаете, находясь под влиянием собственного эго. Вы постоянно думаете о своей выгоде и опасаетесь поражений. И если кто-то покажет вам истинное лицо, то вы расстроитесь, ваш ум будет страдать. В этой ситуации вы заглушаете голос души. И для того, чтобы успокоить ум, который вовсе не является вашей неотъемлемой частью, отрицаете то, что увидели, обвиняя того человека, что показал вам ваше истинное лицо, в несправедливости. Ваше возмущение доказывает то, что на самом деле вы подозреваете о существовании этой истины. Однако вы постоянно молите Бога о том, чтобы Он не позволил вашей ложной личности разрушиться. Иногда вы сами же и говорите, что все это не имеет значения, но это простые отговорки. Спросите самих себя, что в вашей личности соединяется, а что распадается на части. Живете ли вы своей собственной жизнью или взяли ее взаймы? Вы не можете убежать от истины, потому что истина – это вы сами. И если человек отрицает ее, то жизнь для такого человека становится непосильным бременем. Про такого человека говорят «живой труп», потому что душа его умерла, хотя тело еще живет. Такой человек не может ни жить, ни умереть по своему желанию, потому что он не является самим собой. Именно поэтому в современном мире возникло так много проблем, требующих разрешения. Теперь люди научились использовать друг друга, научились убивать друг друга. Люди стали друг друга бояться, потому что перестали искать истину в самих себе или в тех, кто ищет ее. Человек верит только в свои идеалы, в то, что его цель является единственно истиной. Ведь если он будет в этом сомневаться, то это нанесет удар по его эго. Он предпочитает не задумываться над тем, откуда возникли эти устремления и куда они его приведут. Как много стен возвели вокруг себя люди, как много различных идей и противоположных убеждений витает в воздухе. Каждый создает свою собственную карму, в соответствии с которой перерождается в следующем воплощении. Именно поэтому мудрецы древности указали людям несколько путей поиска истины. Они на наглядных примерах показали, как человек может объединиться с другими людьми, объединиться с собственными убеждениями, как он может осознать свое величие и научиться уважать других людей, как он может осознать все те элементы, из которых состоит, и каковы связи между этими элементами. Как мы можем объединиться даже с теми, чьи убеждения диаметрально противоположны нашим убеждениям?
как соединиться с собственной душой и как душе соединиться с высшей душой, Параматмой. Крия-йога и йога-намерения – это практический путь постижения духовных истин. С помощью этих практик люди могут помогать друг другу. Они направлены на изменение человеческого мышления, на то, чтобы стать источником вдохновения для всего человечества. Йога – это великая наука, которая способна изменять мышление людей. Это великий учитель, Маха-гуру. А тот, кто владеет йогой намерения, может совершать настоящие чудеса. Ведь с помощью йоги намерения можно изменить ход событий. Поэтому опасно давать оружие подобной силы в руки обычных людей. Вот и сейчас великие просветленные силой своего намерения удерживают человечество на пороге катастрофы, не давая буре развиваться. Без их помощи невозможно овладеть этими тайными учениями. Именно поэтому Гималаи всегда погружены в спокойную безмятежность. Ведь сколько бы ни накапливали люди разрушительное по своей силе оружие, сколько бы ни наращивали гонку вооружений, в конечном итоге произойдет только то, что хочет Всевышний. Yogi Mahadev Yogi